В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Итоги дня». В студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Нерюнгри, Хабаровск. В Амурской области загорелся тепловоз пассажирского поезда. Более 3 лет ожидания. Жильцы аварийного дома в Ленске вынуждены жить в старом доме. Новые стены, новое оборудование. В Нерюнгри начался ремонт детской поликлиники. Деловая игра. Студенты Мирнинского политехнического института поборолись за звание лучших. Уроки безопасности на производстве. В Алдане одна из нефтяных компаний проводит тематические уроки для школьников. Шаг к работе. Ярмарка вакансий состоялась в Якутске для подростков. Тепловоз пассажирского поезда с сообщением Нерюнгри-Хабаровск загорелся сегодня утром на станции в Амурской области, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел на станции Горелый. В ходе ликвидации пожара была произведена отцепка и транспортировка локомотива на безопасное расстояние от вагонов. Пострадавших нет. Отмечается, что после замены локомотива поезд был отправлен по маршруту следования с отставанием от графика движения почти на 2,5 часа, что стало причиной возгорания на данный момент пока неизвестно. Паводковая ситуация на реке Колыме в этом году стабильная. Сейчас на особом контроле правительства Нижнеколымский район. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев во время рабочего визита в Среднеколымский улус. Активная фаза ледохода на реке Колыме проходит по территории Нижнеколымского района. Густой ледоход наблюдается в селе Колымское. На месте работают оперативные группы МЧС. Те разрушения, которые сейчас причинены, например, дорожной сети города Среднеколымска, они будут компенсированы. Поручение уже сегодня дано. А также на том совещании, которое сегодня мы провели в режиме видеоконференции со всеми колымскими районами. Сейчас у нас самая такая напряженная ситуация по Нижнеколымскому району. Там действует наша оперативная группа с участием МЧС Республики, службы спасения, а также администрации самого района. Надеемся, что все-таки погодные условия не будут резко ухудшаться. Завоз грузов по малым рекам Якутии осуществляют 103 судна. Завоз идет в плановом режиме. Первые суда, доставившие топливо до места назначения, следуют обратно в поселок Джибарики-Хаям, чтобы взять каменный уголь для второго рейса. По реке Амге отправлено 18,5 тысяч тонн каменного угля, что составляет 60% от плановых объемов. На реку Вилюй доставлено 2000 тонн метанола. После выгрузки танкер встанет под погрузку газоконденсатного котельного топлива, которое будет востребовано при открытии арктической навигации для завоза по рекам Крайнего Севера. Бойцы авиалесоохраны требуют вернуть оплату за питание во время тушения лесных пожаров. В предыдущие годы одному человеку в сутки выделялось 500 рублей. А в этом году финансирование урезали. Бойцам приходится самим себя обеспечивать едой. Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 86 лесных пожаров на общей площади более 46 тысяч гектаров. Из них, по оперативным данным, на сегодняшний день в зонах контроля действует 28. Угроз населенным пунктам нет. На данный момент на местах очагов возгорания работают 173 человека и 18 единиц техники. На 3 дня, если они продукты сразу закупят и поедут, то дальнейшие дни уже по их заявкам мы будем уже привозить продукты, покупать продукты и привозить суммы, которые будем уже удерживать с их зарплаты. Это, конечно, будет ощутимый удар, если учесть, что боец в среднем за месяц получает 30-40 тысяч, и получается, что половина зарплаты уйдет на питание. Сегодня правительство региона приняло план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Напомним, что стратегия была принята в декабре прошлого года. План состоит из 500 основных мероприятий, и одно из первых в России будет в цифровом формате, то есть все изменения в документ будут вноситься в электронном виде. В план вошел, к примеру, такой показатель, как снижение уровня бедности в 2 раза.
По итогам 2017 года уровень бедности в регионе составил 21%, а в 2018 году этот показатель сократился до 19%. Задачи носят комплексный характер. В эту работу будут задействованы различные ведомства, которые теперь получили возможность вносить свои предложения в программном продукте. Дом Якутия. В скором времени будет создан региональный фонд помощи обманутым дольщикам. До 2022 года он должен решить проблему 600 граждан. Сейчас процедуру первого чтения прошли ряд законопроектов, и один из них позволяет регионам создавать фонды, которые смогут привлекать средства регионального и федерального бюджетов для целевой помощи дольщикам для достройки замороженных объектов. Об этом говорили сегодня на круглом столе с участием общественников и парламентариев. Проблема обманутых граждан в Якутии – это проблема регионального уровня. В скором времени в республике будет создана постоянно действующая рабочая комиссия, куда войдут общественные организации по защите прав обманутых граждан. Перед нами стоит задача, чтобы законодательно, нормативными актами закрыть все, как говорится, двери, которые ведут к мошенничеству, и чтобы такой категории людей у нас в республике не было. Задача стоит очень сложная. Тем временем переселение из аварийного жилья затянулось для семьи Саенко из Ленска. Их дом должны были расселить еще в декабре 2015 года. Но семья так и не может получить равноценную жилплощадь или компенсацию взамен аварийной. Анна Кожевникова разбиралась в проблеме. Без срока давности бывает и аварийное жилье. К нам в редакцию телевидения обратилась жительница дома 17 по улице Орджоникидзе, которые должны были расселить в декабре 2015 года. С виду дом нежилой, окна и двери заколочены. Лишь в одном подъезде на двери установлен замок для безопасности. Малолетки бывают ночью, да, там покурить, а некоторые даже приходят ночью. У нас было 2 случая, которые пьяные приходят и хотят разобрать уже этот домик. До ноября 2018 года здесь проживало 4 семьи, а вот уже полгода живут одни супруги Саенко. Они отказались переезжать в микрорайон Теплый Стан, который находится на краю города, тогда как они живут в центре. Свои права на предоставление равноценного жилья семья стала отстаивать в суде. Нам якутская оценка оценила достаточно прилично, не 1 100 000, как администрация решила, то есть намного больше. Харунова не устроила это, хотя часть людей поселили, в смысле выплатили им эту компенсацию, которую якутские эксперты оценили. На суде с семьей Саенко в документах на землю, которая является собственностью жильцов, появились изменения, внесенные со стороны администрации города, пояснила Светлана. Поэтому им компенсации не выплатили. После этого он начинает втягивать меня еще в один судебный процесс, выходит с иском, чтобы меня переселить на Теплый Стан и лишить меня права собственности. 2 суда Харунов проигрывает. После ему приходит в голову переселить меня на улицу Новосибирскую, на Алроса, в маневренный фонд, который 15 лет сдавался и в однокомнатную. Как объяснил глава города, оценка завышена, и он не имеет права так нецелесообразно распоряжаться бюджетными средствами. На сегодняшний день мы все с вами живем в городе Ленске и знаем, что, скажем, стоимость жилья в каменных домах, я сейчас говорю про каменные дома, да, двухкомнатная квартира там, площадью 50 квадратных метров, наверное, ориентировочно стоит у нас сегодня 2,5, там, 2 700. А не 3 с лишним миллиона, как объясняет глава. И любая проверка заинтересуется правомерностью таких действий, считает мэр города. Он пообещал совместно со специалистами имущественного отдела разобраться с этим вопросом и найти способ решения. Ведь и глава республики Арсен Николаев при визите в Ленск говорил, что главное в программе переселения – это люди. А пока 2 дома, где живут по одной семье, продолжают отапливать. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Нерюнгринский район в этом году получил средства на развитие здравоохранения. В рамках этой программы в столице Южной Якутии начался ремонт детской поликлиники. Наша коллега Александра Цыбикова решила узнать, как продвигаются работы. В ходе рабочего визита главы республики Арсена Николаева в Нерюнгринский район в январе месяце остро был поднят вопрос здравоохранения. Он дал поручение на месяц сбор документации для того, чтобы начались наконец-таки капитальные ремонты в помещениях ЛПУ. Как мы можем наблюдать, один сектор здания отсечен, ремонтные работы здесь уже начались. Будем надеяться, что в скором будущем здесь будет модернизированное новое оснащение и оборудование. Примерно объем финансирования данной программы по Нерюнгринскому району
района на период до 2022 года составит порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. На текущий год Министерством здравоохранения республики в рамках программы развития намечено переоснащение детской поликлиники, в том числе оснащение современным медицинским оборудованием, на которое заложено порядка 30 миллионов рублей. Что изменится в поликлинике? У нас будут открыты новые направления работы, очень востребованные, такие как гастроэнтерология. У нас будет видеофиброгастроскоп в отделении. Значит, будет работать детский кардиолог и иммунолог-аллерголог. Таких специалистов у нас еще не было. Работа будет проводиться большая. В чем она будет заключаться? Это обучение специалистов, лицензирование, приобретение аппаратуры. Министерство здравоохранения уже закупает оториноларингологический аппарат, лапароскоп, оснащение для кабинета офтальмологии и ЛФК с модернизированными тренажерами для детей с недугами по центральной нервной системе и опорно-двигательному аппарату. До конца года будет завершен ремонт первого блока, а в 2021 году всего капитального ремонта в здании детской поликлиники. Александра Цибикова, Захар Головин, Нерюнгри. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Разработки якутских инноваторов. 2 проекта получили престижные гранты от Фонда развития Сколково. Деловая игра. Студенты Мирнинского политехнического института поборолись за звание лучших. Шаг к работе. Ярмарка вакансий состоялась в Якутске для подростков. Телеканала «Якутия-24» итоги дня, и мы продолжаем. Якутские проекты получили престижные гранты от Фонда развития Сколково. В Москве в рамках форума «Стартап Village» прошел конкурс бизнес-концептов. Среди сотен претендентов отличились наши земляки, резиденты IT-парка и технопарка «Якутия». По 2 миллиона рублей получили разработчики робота-пылесоса «Видроид», а также ребята, которые придумали приложение для фитнеса. Также в рамках форума прошло подписание соглашения между нашей республикой и Фондом Сколково о дальнейшем сотрудничестве в сфере реализации инновационных проектов. Таких, например, как «Умный город». Московские эксперты также отметили, что якутские резиденты IT и технопарка в скором будущем смогут представить и другие проекты, которые будут востребованы не только в стране, но и за рубежом. У нас уже 2-й год действует программа поддержки региональных технопарков. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы якутский технопарк, я думаю, что обоюдное желание, был такой вот опорной точкой, которая позволит резидентам, не выезжая из технопарка, получать, с одной стороны, все сервисы, которые есть, а с другой стороны, самой команде технопарка позволит увидеть и вариться в таком соку, где задаются самые высокие стандарты в Сколково, международные стандарты. Мы стараемся регулярно проводить обучение, стажировки для региональных команд. Это очень важно. В Алдане компания «Транснефть» провела для школьников тематические уроки по организации безопасности на производстве. Сотрудники не только читали теорию, но и показывали, как на практике применять знания. На одном из уроков побывал Руслан Павлов. На месте привычного педагога незнакомые лица. На столе необычный наглядный материал. В Алданской школе номер 1 сотрудники компании «Транснефть Восток» проводят урок по охране труда на производстве. Целей несколько. Во-первых, рассказать школьникам о самой компании. Сегодняшние ученики – это будущий кадровый потенциал. Во-вторых, познакомить с правилами безопасной работы в условиях высокотехнологичного производства. Донести, что охрана труда – это немаловажный фактор на предприятии. Если мы не будем это делать, то, соответственно, компания не достигнет таких высот. Теоретическая часть схожа с тем, что рассказывают на уроках ОБЖ. Практическое – оказание первой медицинской помощи условно пострадавшему на производстве – вызывает неподдельный интерес. Что же чувствуешь, когда спасаешь человека? Было приятно, смог оживить человека, успех. Все получилось хорошо, если что-то случится вдруг. Сориентируешься? Ну, да. Готовы ли сегодня люди, и в частности современная молодежь, к нестандартным, экстренным ситуациям, когда здоровье и жизнь человека зависят от четких, непанических действий окружающих? Вопрос риторический, и здесь мнения расходятся.
Я думаю, азами первой медицинской помощи они все-таки владеют, потому что проводятся и спортивные игры у нас, да, вот типа зорницы, плюс у нас хороший преподаватель ОБЖ, он всегда заинтересовывает детей, поэтому я так думаю, если я начну падать в обморок, помощь мне окажут. Я думаю, что это маловероятно, что они готовы. А что для этого нужно? Побольше практики, теории таких занятий. Впрочем, подобные уроки как раз направлены на повышение уровня знаний и практических навыков нового поколения. Люди – главная ценность, говорят в Транснефти, а создание безопасных условий труда для них – приоритетная задача в компании. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Тем временем ярмарка вакансий для несовершеннолетних прошла в столице региона. Более 20 работодателей предложили детям вакантные места на летний период. Традиционно ярмарку проводит городской центр занятости населения. Все подробности в сюжете Анастасии Кобызевой. Официанты, упаковщики, курьеры, продавцы. Около 200 вакансий за пару часов разлетелись как горячие пирожки. Более 1000 подростков пришли на ярмарку вакансий. Среди них и Павел. Юноша заполнил анкеты сразу нескольких работодателей. Раньше он находил случайные заработки, теперь же решил трудоустроиться официально. Подросток с уверенностью заявляет, плюсов намного больше. Востребованные места, конечно, зарплата больше, все официально, вроде... Даже, как я помню, трудовую книжку заводят на человека младше 18 лет. Ну, это со всех сторон лучше. Прошлым летом столичный центр занятости трудоустроил более 1000 детей. Но, как отмечают специалисты, на самом деле подзаработать во время летних каникул желает большее количество подростков. Проблема одна – дефицит вакансий. Не каждая компания готова предоставить рабочее место ребенку. Если хотя бы вот по одному рабочего места откроет каждый работодатель, это было бы здорово. Тогда мы бы охватили бы всех желающих детей. Потому что если посмотреть, то ежегодно у нас количество детей, которые обращаются в центр занятости, они увеличиваются. Для тех, кто не нашел подходящую вакансию или не успел подойти на ярмарку, стоит обратиться в центр занятости населения города Якутска. Каждый вторник мы в Центре занятости будем проводить в 14 часов профориентационные услуги. Будем помогать ребятам, значит, вот, как вообще резюме составить, да, чтобы каждый ребенок, который будет обращаться в летний период, был трудоустроен. На ярмарке также можно было записаться в лагерь дневного пребывания. Таких учреждений в Якутске немало, от оздоровительных до профориентационных. Как оказалось, не все подростки этим летом хотят подзаработать. Есть и те, кто планирует отдохнуть и заняться саморазвитием. Валентин из их числа. Я хочу этим летом заняться видеоблогингом, поехать в лагерь, там найти новых друзей. Ярмарки вакансий дают шанс школьникам начать рабочую биографию. Как говорят специалисты городского центра занятости населения, найти подходящую работу сложно, но вполне реально. Главное – здраво оценивать свои возможности на рынке труда. Анастасия Кобызева, Иван Яковлев, Григорий Николаев, Якутск. Всероссийская научная конференция, посвященная сохранению историко-культурного наследия народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, проходит в эти дни в Северо-Восточном федеральном университете. В ней принимают участие более 150 человек, 15 из которых приехали из других стран и регионов страны. На мероприятии побывала и наш корреспондент Ольга Башук. Как сохранить историко-культурное наследие народов Сибири, Севера и Дальнего Востока благодаря современным цифровым технологиям? Этот вопрос обсуждают на Всероссийской научной конференции. Программа включает более 130 докладов и выступлений. На конференции будет обсуждаться опыт использования современных цифровых технологий как раз в музейном деле, в научных исследованиях. Каким образом мы можем сохранить наше историко-культурное наследие с помощью современных технологий. Это цифровизация, это создание каких-то мобильных приложений для того, чтобы сделать наше историко-культурное наследие, может быть, даже более доступным для широкого круга граждан. Проблемы в разных странах во многом схожи. Например, в Казахстане, где по всей стране сосредоточено более 25 тысяч царских курганов, вопрос культурного наследия неоднократно поднимался. Цифровизация в Казахстане только начинает набирать обороты. Уже планируется провести множество мероприятий по сохранению культурных памятников. Сейчас откроем по археологии большой сайт и QR-код сделаем каждому памятнику. Потом еще
3D-сканирование, 3D-моделирование, вот компьютерное моделирование. И сейчас это молодежь мы отправим за рубеж, в Россию или дальний зарубеж, и чтобы изучить вот это 3D-моделирование, 3D-сканер, вот такой. Генриетта приехала из Германии. В Берлинском этнологическом музее, где она работает, собрана большая коллекция предметов народов Севера и Сибири. На конференции она рассказала не только о коллекции, но и о том, как благодаря цифровым технологиям ее можно увидеть в интернете. У нас есть порядка 3500 сибирских артефактов. Предметы культуры, такие как украшения, одежда, инструменты и не только. Все эти вещи попали в Германию в XIX веке благодаря разным путешественникам, которые привозили их из Сибири. Участие в конференции – это не единственная цель приезда девушки. В Национальном художественном музее республики презентовали каталог «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира с 17 по начало 20 века». Коллекция, которая находится в этнологическом музее, одна из самых крупных. Поэтому мы поместили все эти предметы в каталог. Для создания каталога, начиная с 2012 года, сотрудники Национального художественного музея побывали уже в 6 городах Германии. Они искали предметы быта и одежды северных народов. В каталог вошли 1309 артефактов, и почти половина из них была найдена в Берлинском этнологическом музее. Сложносоставной, очень интересный лук якутский, который состоит из нескольких компонентов: дерева, кости, китового уса. Ну и что интересно, он идет в комплекте с налучником, что тоже не всегда, да, бывает. И если сам лук вот этот, конечно, он народа Саха, да, то вот налучники, они вышиты такой техникой, которая характерна для эвенов. Это подбородный волос оленя. Каталог планируется распространить по музеям и библиотекам республики. Авторы книги посчитали, что бумажный вариант слишком громоздкий для транспортировки его в другие города и страны. В связи с этим был создан электронный каталог на диске. Это наглядный пример цифровизации в нашей республике, когда представители разных народов смогут стать ближе к их историческому прошлому. Ольга Башук, Семен Семенов, Якутск. Вы смотрели итоги дня на Якутия-24. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.